Здравствуйте. Время подвести итоги недели на главном телеканале Республики. Студия Элина Насырова, и вначале коротко о ключевых событиях. Башкортостан в топе инвестрейтинга страны. Жители окружат и спросят, вот как рейтинг, что поставили. Я скажу, тройку поставили. Логистический хаб, агродеревня, центр триатлона. Итоги Петербургского международного экономического форума. Контракты на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Республика одна из самых промышленно развитых вообще. Много делает того, чего вообще у нас, кроме как в Башкирии, нигде не делается. Школьникам проезд бесплатный. Мы посчитали, вот если 2 школьника в семье, то есть многодетная семья, например, 2 школьников, получается 3356 рублей. Семья вот из своего бюджета семьи экономит. Многодетным зеленый свет. Новые льготы без учета критерия нуждаемости. Ар-Рахим покроют белоснежным мрамором. Это марка Тасос, из которой были сделаны мечети Шейха Заида в Абу-Даби, из которого была сделана чеченская Шали, красивая мечеть. В республику прибыли первые грузовики облицовочного камня из Греции. В Уфе начали достраивать самую высокую мечеть России. Башкортостан заключил контракты на сумму более 100 миллиардов рублей. Таковы результаты работы нашей делегации под руководством Радия Хабирова на Петербургском международном экономическом форуме. Впервые республика заняла 3-е лидерское место в национальном рейтинге инвестклимата в регионах. Эксперты сошлись во мнении, что высокие результаты связаны с сильной управленческой командой Башкортостана. О первых итогах экономического форума в северной столице в материале моей коллеги Динары Тымасхановой. Я вот завтра домой прилечу, и меня жители окружат и спросят, вот как рейтинг, что поставили. Я скажу, тройку поставили. Первая 5, спустя год 4, а в этот раз уже 3. Но такие оценки – показатели роста. Башкортостан поступательно идет вверх в рейтинге состояния инвестклимата в регионах. В его основе 70 показателей. И, например, по одному из ключевых – внедрению инвестиционного стандарта. Башкортостан в передовиках. При этом важно, что оценивают власть сами предприниматели, непосредственно работающие в регионе. Что бы мы ни делали, если ведь бизнес принимает решение за свой счет. Понимаете, он рискует своим имуществом, своим статусом, всем практически. И вот то, что наши предприниматели, бизнесмены, руководители принимают решение инвестировать в Башкортостане, порой в сложные проекты, это, конечно, наверное, какая-то часть серьезного доверия к нашей управленческой команде. Постоянная работа руководителя субъекта Радия Фаридовича Хабирова, председателя правительства Андрея Геннадьевича Назарова, безусловно, команда, которая отвечает за инвестиционный климат в регионе, в республике. Мы постоянно на связи, очень часто встречаемся. Я приезжаю в Республику Башкортостан. Хочу сказать, что сегодня и в части мер поддержки, инфраструктуры, поддержки, такого прямого открытого диалога выстроена абсолютно отличная работа, которая видна, и об этом говорят, не сотрудники агентства стратегических инициатив, а предприниматели, инвесторы. На Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан достиг договоренности на сумму более 100 миллиардов рублей. Инвестпроекты связаны с дальнейшим социально-экономическим развитием региона. Одно из крупных соглашений подписано с Wildberries. Компания планирует построить в республике распределительный центр за 12 миллиардов рублей. Проект откроет несколько тысяч рабочих мест. Они бы у нас заякорились, что называется, построили свой центр. Это порядка 80 тысяч квадратных метров. Причем туда нужно очень много рабочей силы, трудовых ресурсов, несколько тысяч работников. И у них очень хорошая зарплата. 10 миллиардов рублей вложит компания «Ромакс Кубань» в строительство транспортного хаба в Уфимском районе. В рамках проекта возведут складские помещения, организуют стоянки для погрузки-разгрузки. Внутри площадочные проезды, автостоянки для грузовиков и автобусов. Это не первый проект, который у нас реализует инвестор. Мы провели анализ совместно с органами власти, поняли, что здесь очень благоприятный климат экономический.
технические. Ну и готовы продолжить наше сотрудничество в рамках нашей компетенции. Мы занимаемся крупной логистикой, один из крупнейших девелоперов, скажем так, в стране. И на сегодняшний момент для нас комфортно начать в регионе, поэтому будем углублять связи между регионами. Черкизово планирует нарастить производство мяса-птицы почти на треть, с 66 тысяч до 90 тысяч тонн. А группа компаний «Таврос» в Чишминском районе займется строительством агродеревни для сотрудников предприятия и жителей муниципалитета. Моя задача постоянно подталкивать. Понимаете, вот бизнес по-разному себя ведет. Есть бизнес такой безответственный, я считаю, который прибыль взял и куда-то его девал. А бизнес, который ответственный, прибыль получил и дальше, соответственно, должен вкладывать. Ну, во-первых, у него увеличится и база для прибыли, и, во-вторых, мир очень конкурентен, и новые технологии, и новые какие-то задачи появляются. Вот, поэтому так. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и компанией «Инопрактика». В Башкортостане разработают программу по геномной селекции КРС. Это технология, позволяющая улучшить генофонд популяций сельскохозяйственных животных, используя ДНК. Башкортостан отметили партнеры, один из инновационных регионов в части АПК. Работать стороны будут не только в научном направлении, но и в кадровом. Планируется запустить агроклассы в школах. Школьников уже со школьной скамьи ориентировать на агрообразование и объяснять ребятам, что нынешние аграрии – это не мотыга и тяпка, это очень инновационные отрасли. Также предлагаем провести один из полуфиналов или финал именно очный нашей Олимпиады Инагрика. Вот в этом году подалось более 17,5 тысяч детей. Сначала проходят онлайн-форматы на платформе, и полуфиналы и финалы уже проходят очно. На встрече с Ксенией Шойгу, президентом Федерации триатлона России, обсудили создание в Башкортостане центра триатлона. Потенциально для строительства объекта рассматривают площадку в Чишминском районе рядом с парком «Патриот». Подписывается соглашение между Министерством спорта и правительством Республики Башкортостан. На стенде Российского министерства спорта поставили подписи в документах руководитель ведомства Иради Хабиров. Это соглашение о проведении в Уфе международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие пройдет осенью. Документ предусматривает совместную подготовку к масштабному проекту. В республике спорт развивается. В ролике это очень красноречиво показано. Башкортостан славен своими чемпионами, традициями и уверен, впереди большое спортивное будущее у республики. И мы вас в этом поддержим. Ради Фаридович, прошу передать всем жителям республики наш физкульт. Привет! У вас в регионе сильная управленческая команда. Ради Фаридович человек, который обладает, на мой взгляд, самыми лучшими характеристиками, во-первых, любви к своему региону, заботы о людях, что является предопределяющим в таланте и умении принимать правильные управленческие решения. Все переговоры проходили на стендах регионов. Каждый из субъектов вложил максимум фантазии в создание своей площадки и пытался удивить партнеров. Площадь нашего стенда почти 400 квадратных метров. В этом году Башкортостан на форум приземлился в виде гигантской пчелы. Но пчела это необычная, высокотехнологичная, олицетворяет инновации и перспективы развития региона. Ну и в очередной раз напоминает этот стенд о том, кому принадлежит бренд «Башкирская пчела» и «Башкирский мед». К слову, в тройке лидеров республики в рейтинге развития рынка газомоторного топлива. Рывок Башкортостан сделал стремительный, поднявшись с 7-го места. В основе оценки региональные меры поддержки, количество заправочных станций, эффективность инфраструктуры и объем продаж. На мой взгляд, самое главное, что последовательная и такая упорная работа по убеждению, где-то принуждению, подталкиванию, мотивированию компаний, потому что задача и общественный транспорт, и строительная организация, и коммунальную технику перевести. Да и люди должны переходить, потому что есть несомненная в этом польза. И поэтому мы эту работу будем продолжать. Республика одна из самых промышленно развитых. Вообще много делает того, чего вообще у нас, кроме как в Башкирии, нигде не делается. Очень хорошо работает торгово-промышленная палата в тесной связке с администрацией, с бизнесом. Самое главное, что бизнес верит в палату и активно с ней работает.
27-й экономический форум стал одним из самых масштабных. В мероприятиях приняли участие более 20 тысяч человек из 139 стран мира. Делегация из Башкортостана отметила, что на форуме был большой интерес к республике. Прошло несколько встреч с представителями других стран – Китая, Ирана, Узбекистана, нашими ключевыми партнерами. Регион не планирует снижать темпы в социально-экономическом развитии и готов ответить на новые вызовы извне новыми решениями. Динара Таймасханова, Артур Ханов. Итоги недели. Выборы главы Башкортостана впервые будут длиться 3 дня. Они пройдут 6, 7 и 8 сентября. В Центральной избирательной комиссии ждут уведомлений от политических партий о проведении конференции, на которых будут выдвигаться кандидаты на должность главы региона. Это должно быть сделано в период с 31 мая по 20 июня. Представить же документы для регистрации кандидаты должны не ранее 1, при этом не позднее 11 июля. Между тем, на неделе единороссы республики выдвинули кандидатуру секретаря регионального политсовета Радия Хабирова на пост главы Башкортостана. Свою поддержку действующему руководителю региона однопартийцы и сторонники «Единой России» высказали на форуме, который прошел в Уфе. Подробности расскажет наш корреспондент Азат Садриев. Хабиров – наш кандидат! Тысячи делегатов со всей республики собрались под сводами Уфа-арены с одной целью – поддержать Радия Хабирова и выдвинуть его кандидатом от партии на предстоящих выборах главы Башкортостана. Свой выбор объясняют просто. За последние годы под его руководством республика стала сильнее во всех сферах. Несмотря на давление Запада, башкирская экономика крепко стоит на ногах, развивается медицина, образование, социальная поддержка населения. Решение главы республики баллотироваться на выборах мы поддерживаем. Система здравоохранения очень благодарна нашему главе республики. За прошлый год мы получили 4 новых автомобиля, также получили новейшее медицинское оборудование для работы. Поэтому доступность и качество оказания медицинской помощи значительно выросло вот за последние буквально 2-3 года. Помним его помощь при ковиде, как открывались госпиталя, как работали наши коллеги, какую помощь мы ощутили. Только труд и только труд. И сейчас непростое время, и нам предстоит всем трудиться, и все мы чувствуем себя мобилизованными. Эффективная деятельность Радия Хабирова показывает и то, что кадровая политика президента России работает. Поэтому и сам Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой Башкортостана поддержал его кандидатуру. Теперь выбор за жителями республики. Все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать. Ну а выбор, конечно, будет за людьми. Надо с людьми работать, особенно в этот период. Напрямую побольше и почаще встречаться, слушать. Потому что все же из кабинетов рабочих не увидишь, не услышишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать. А так в целом все нормально. Так что желаю удачи. Спасибо. Несмотря на то, что форум считался партийным, среди участников присутствовали не только обладатели партбилетов «Единой России». Гостями мероприятия стали и военнослужащие башкирских подразделений, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. На груди медали за отвагу и ордена мужества. В памяти личные встречи с главой Башкортостана на Донбассе. Радий Хабиров неоднократно посещал зону боевых действий, встречался с земляками. Ни одна личная просьба военнослужащих не осталась без его внимания. Без тыла нет побед. Это такая фраза, которая сегодня мы сами чувствуем, насколько это важно. Насколько важно нам получать ту помощь, которая у нас сейчас идет. По сравнению с остальными регионами, Башкортостан лидер. Я вот это вижу, сам знаю. Вы сами ко мне приезжали. И огромное уважение нашему уважаемому Ради Фаритовичу за ту работу, которую он проделал и до сих пор ведет. О своей неизменной позиции в поддержке участников СВО и членов их семей Радий Хабиров еще раз сказал со сцены, обращаясь к делегатам форума, и объяснил, почему принял решение пойти на второй срок. Мы с вами вместе, потому что я разделяю с вами ответственность. И я имею на это право, потому что за нашими спинами, за нашим историческим периодом 5 лет тяжелой работы, когда мы друг друга не подводили, верили в друг друга и плечом к плечу решали сложнейшие задачи. И поэтому сегодня мы принимаем решение, и я иду на выборы. Я много раз говорил, зачем я это делаю. Но как можно сейчас уходить в это время, когда наши парни там? Когда тысячам парней я сам лично пожал руку и сказал: брат, воюй, а мы тебя поддержим.
мы твою семью побережем и тебя поддержим. И не выполнить это обязательство – это неправильно, это нечестно и будет предательством по отношению к этим ребятам. И мы все вместе должны сделать так, чтобы мы этих парней, поддерживая на каждом шагу их тяжелого военного пути, встретили обратно. Наши задачи очень простые и понятны. Мы должны бороться за каждую жизнь, за каждого человека, жителя республики. Это называется сбережение народа, мудреное слово. Но за этим словом стоит: мы должны сделать так, чтобы в Башкортостане жили люди долго, достойно и дома. Вот это девиз 3D «Долго, достойно, дома» мы с вами и должны сделать. В зале не только чиновники, основной костяк – врачи, учителя, представители рабочих профессий, деятели искусств, спортсмены. Каждый из них вносит свой вклад в развитие Башкортостана, и каждый видит, как жизнь в республике меняется к лучшему. Мне кажется, регион Башкортостан один из самых лучших в сфере именно спорта для людей-паралимпийцев. У них есть все возможности, чтобы начинать работать во благо республики. Огромное спасибо Радию Фаритовичу за то, что создался такой центр, как Баталовый, и строится на нынешний момент центр фехтования. Я этому очень благодарна. Замечательный руководитель. Каждому находит подход. Приходилось посещать немало мероприятий по защите Отечества, по волонтерским делам. И всегда, когда встречаешься, обязательно поздороваться, обязательно обратить внимание. Делегатами конференции стали 195 членов партии со всех районных и городских отделений. Они утвердили предвыборную программу и тайным голосованием выбрали своего кандидата. За кандидата лучше всего говорят его дела. Республика развивается, несмотря на те вызовы, с которыми сталкиваемся мы как страна, как партия. Вы нашли вот этот невообразимый баланс, эту точку равновесия. Ради Хабиров поблагодарил однопартийцев за поддержку, а в беседе с журналистами подчеркнул: в случае его избрания главой республики на второй срок все действующие программы по поддержке медицины, образования, спорта, строительству дорог, развитию села и многие другие будут продолжены. Появятся и новые направления. Это программа сохранения водных ресурсов Республики Башкортостан. Это прежде всего белое. Это в том числе, возможно, возрождение одной из идей строительства водохранилища. Мы сейчас можем только начать, вполне возможно. Это огромные инвестиции и так далее, но мы заложим основу для того, что впоследствии будут строить. И программа развития речного судоходства. И в основе всего, что все-таки мы должны строить, вот как я говорю, справедливый, комфортный, достойный Башкортостан. Выборы главы Башкортостана будут проводиться в течение 3 дней: 6, 7 и 8 сентября. Безусловно, это станет главным политическим событием осени. И от того, какой выбор сделают миллионы избирателей республики, будет зависеть, по какому пути развития пойдет наш регион в следующие 5 лет. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Итоги недели. Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить с 1 июля дополнительную программу льготной семейной ипотеки. Ее распространят на тех, кто хочет купить жилье в малых городах и регионах с недостаточным объемом строительства жилья, а также те, кто хочет сам построить дом. Это особенно важно для больших многодетных семей, отметил глава государства. Между тем, в Башкортостане дети из многодетных семей получат право на бесплатный проезд на транспорте и посещение музеев и выставок. Соответствующий закон парламентарии приняли на неделе. Когда именно эта услуга будет доступна, где и как оформить получение льгот, в интервью нашему телеканалу рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Итак, на неделе был принят закон о дополнительных мерах поддержки многодетных семей у нас в Республике Башкортостан. Что конкретно под этим подразумевается, обсудим сегодня в интервью. Итак, кто, как Ленара Хакимовна Иванова, может ответить на эти вопросы, потому что там наверняка есть нюансы. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, этот закон внес изменения сразу в 5 наших республиканских законов. И в первую очередь, конечно, в закон о государственной поддержке многодетных семей. У нас немножечко изменяется подход к статусу многодетной семьи, и понятие многодетной семьи расширяется. Во-первых, статус присваивается семье бессрочно, и удостоверение будет бессрочным. А вот меры поддержки будут привязаны к возрасту ребенка. Раньше это было до 18 лет, когда старшему исполнится. А теперь, когда старшему исполнится 23 года, если он учится очно. Что касается каких-то дополнительных льгот, хотела бы обратить внимание на то, что теперь многодетные семьи, дети, точнее, из этих семей, будут иметь право
пользоваться бесплатно услугами городских, муниципальных и республиканских учреждений культуры, таких как выставки и музеи, и плюс парки. Ну и главной новостью для всех является, то есть я не буду останавливаться на некоторых мелочах, главной новостью является то, что с 1 сентября этим законом в нашей республике вводится бесплатный проезд школьников из многодетных семей на общественном транспорте. Это могут быть автобусы, троллейбусы и трамваи. Вот кого касается этот закон, я имею в виду, какие населенные пункты? Там, где есть, собственно говоря, общественный транспорт. Это города. Это, конечно, города нашей республики. И я понимаю, что есть какие-то ограничения. Нельзя вот целый день, допустим, с утра сел и бесконечное количество раз, да? Верно. Мы заложили 2 поездки в день. Ну, по смыслу это в школу и обратно. Если школа, например, рядом, семья живет рядом со школой, это может быть поездка там, на спортивную какую-то, в спортивную секцию или там музыкалку, в художку и так далее. То есть это возможность, скажем так, для семьи сэкономить на транспорте. Мы посчитали, вот если 2 школьника в семье, то есть многодетная семья, например, 2 школьников, получается 3356 рублей семья вот из своего бюджета семьи экономит на том, что она не будет тратить эти деньги. Вы не представляете, какое огромное количество откликов я получила. Вот я опубликовала, да, то есть мне вот в WhatsApp, да, в статус очень много реакций пришло. Люди комментируют там из других регионов, даже там Краснодарский край, даже человек, который живет в Париже, написал мне, Елена пишет, что хоть бы мэр Парижа взял это на вооружение, потому что мы огромные деньги тратим именно на общественный транспорт. То есть это действительно ежедневные расходы семьи. А вот как воспользоваться этой услугой? Куда-то нужно обратиться? Что нужно? Вот до 1 сентября у нас время нам позволяет Министерство транспорта, Министерство образования это отрегулировать наилучшим образом. Могу сказать абсолютно точно, что никуда ходить, ничего доказывать не нужно. В первую очередь потому, что эта льгота действует независимо от доходов семьи. И это главное. То есть нет необходимости доказывать, что ты малоимущий. А то, что это многодетная семья, я думаю, что мы с Министерством образования списками просто обменяемся. Затем они просто карты эти выдадут нужным детям, соответственно. А карта уже будет действовать, как по карте Алга. Дети будут ездить, а затем перевозчик будет к оплате предъявлять просто количество этих проездов. Ленара Хакимовна, еще один момент. Это именно речь идет о том, что бесплатные посещения парков. И вот здесь вот очень актуальный вопрос, особенно для лета. Парки, имеете в виду, это вот аттракционы? Да, речь идет о государственных и муниципальных. Вот тут надо иметь в виду, что если мы говорим о каких-то организациях ООО или индивидуальные предприниматели, то это только если они сами этого пожелают. Но удостоверение многодетной семьи мы вот со дня на день ждем федеральный образец удостоверения и начнем его выдавать. И еще очень важно, что это удостоверение действует, в том числе вот для парков, музеев и выставок, независимо от места жительства. Их можно использовать в Челябинской области, в городе Москве и в Санкт-Петербурге. И в свою очередь люди из других областей, приехав в Уфу, смогут воспользоваться этой льготой. Есть какие-то еще моменты, которые, может быть, сейчас многодетным семьям стоит учесть и заняться, может быть, подготовкой документов? Ничего не нужно делать. Вот сейчас как раз ничего не нужно делать. Спокойно отдыхайте, каникулы на дворе. Ну а мне остается поздравить вас. Именно на неделе, 8 июня, отмечался День социального работника. Мы желаем вам побольше коллег, чтобы у нас было действительно таких вот профессионалов, которые будут с большим открытым сердцем также не то что работать, а именно, знаете, наверное, выполнять какую-то свою миссию. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. На этой неделе исполнилось 35 лет со дня самой крупной железнодорожной катастрофы в истории страны под Улу-Теляком. Жертвами взрыва 2 пассажирских поездов тогда стали свыше 500 человек. В годовщину у мемориала собрались родственники погибших и те, кто первыми пришли на помощь горящим заживо в раскаленных вагонах. Сейчас близкие жертв катастрофы пытаются добиться того, чтобы мемориал получил статус федерального. Эмиль Басареев продолжит.
Поезд отходит, а с перрона идут десятки людей с цветами и венками. Для них каждый шаг – это боль. Именно на этом месте, возле села Улутиляк, ровно 35 лет назад произошла страшная трагедия. Железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 575 человек, треть из которых – дети. Вдоль путей плиты с именами погибших, которые каждый год 4 июня утопают в цветах. У нас погиб сын, гимнаст из 107-й школы Лазарев Алексей. Ему было всего 16 лет и 4 месяца. И всем классам спортсмены в основном, отличники, хорошо учились. Ну так судьба сложилась. Ничего, не вернулись. В ночь на 4 июня 1989 года здесь проходили пассажирские поезда. Люди семьями ехали на отдых, а другие возвращались с побережья Черного моря. В момент встречного прохождения составов произошел мощный взрыв. Воспламенилось облако легких углеводородов, которые скопились в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе. Вагоны раскидало, в небо поднялся столб пламени. Предчувствие появилось только когда я увидел, что вот это вот через пути перетягивает вот этот шлейф, ну, прямо вот через пути, расстояние между контактным проводом и рельсами. Вот здесь уже почувствовал, что сейчас что-то будет. Первое, когда очухался, шум, вон там факел горит, и Сергей здесь в кабине. Мишельков Сергей, мой помощник, на месте погиб. Я ехал поездом 2412. Виктор обогнал меня 212 поездом. И я следом за ним отправился. И этот взрыв я на втором удалении Улутиляка увидел. Отцепили от состава электровоз, приезжали и пострадавших вывозили в Улутиляк. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что решили, будто началась атомная война. Одними из первых на помощь пострадавшим пришли пожарные, военные и местные жители. К некоторым вагонам было не подойти, они были раскалены, а оттуда слышались крики людей, которые горели заживо. Первыми пострадавших начали принимать врачи Улутилякской и Иглинской больниц. У нас больница маленькая была, на 25 коек. Ну, здесь, конечно, и на полу, и в школе не пройти было, и на улице лежали. У меня был сосед, он вообще 2-месячного ребенка сам возил уже в Уфу. Метров, наверное, 20 от железнодорожных путей вековой дуб, как косой срезанный был, скошенный, как травинка. Люди в страхе уходили в лес, мы их разыскивали. Ну и в Вашинскую больницу было доставлено 464 человека ожоговых. Ну и потом пошла вся работа, встречали родственников. На траурный митинг приехали люди из разных регионов. Это боль общая для всей страны. В очертаниях камня обелиска виден силуэт взрыва, который разделил жизни тысяч семей на до и после. А у подножья монумента лежат несколько маршрутных досок с вагонов поезда. Монумент построен возле братского колумбария, где в 327 урнах покоится прах погибших, которых не удалось опознать. Мы здесь собирали, можно сказать, на этой площадке, на этой платформе косточки, останочки. И серые пятна пепла были от людей. Это была масса. И вот мы просто собирали горстями мешочки. Сейчас родственники погибших хотят добиться того, чтобы мемориал получил статус федерального, а следовательно и полную защиту. К тому же есть те, у кого поднимается рука на место памяти. Здесь была табличка. Я сегодня обратился к главе Красного Восхода. Он говорит, к сожалению, у нас еще люди интересуются металлоломом. Да. И ее уволокли. Вот. Я говорю, Сергей Филиппович, надо бы как-то это восстановить. Он говорит, да, в работе все. Сделаем все это дело. Железнодорожная катастрофа стала самой крупной в истории СССР и России. Погибли жители 40 регионов страны. И каждый год сюда возвращаются их семьи. В место, которое навсегда связало их общей нитью боли и скорби. Эмиль Басареев, Анас Валиуллин. Итоги недели. Иглинский район. В Уфу на этой неделе доставили первую партию греческого мрамора для соборной мечети Ар-Рахим. Всего в июне ожидается приезд 7 грузовиков, груженных белым природным камнем для облицовки. О планах по завершению строительства культового сооружения, которое должно стать настоящим украшением столицы республики, в материале Руслана Батыргареева. Мы сейчас подготовили площадку для монтажа мрамора на так называемый 4-й раздел. Это у нас идет низ наших минаретов. Сегодня там уже смонтированы первые ряды подсистемы.
Работу по отделке фасада мечети изначально поделили на 10 этапов. Облицовку начинали с макушек минаретов, и вот настала очередь облагородить природным камнем самый низ конструкции. Наша задача сейчас возобновить фасадные работы по минаретам. То есть это называется у нас 4-й раздел по проектной документации. Помимо этого мы также там сейчас будем монтировать балконы. То есть там будет площадка балконов, так же, как на верхнем уровне минарета. Завершить отделку минаретов планируют до конца июля, говорит Тимур Зайнулин. Мужчина является куратором стройки от Духовного управления мусульман республики. Строители, в свою очередь, уже начали монтировать металлическую подсистему, на которую будет крепиться камень. Первую партию греческого мрамора, это 2 грузовика, уже доставили в Уфу. Ожидается еще 5 машин. Это марка Тассос, из которой были сделаны мечети Шейха Заида в Абу-Даби, из которого было сделано чеченская Шали, красивая мечеть, из которого сделаны несколько мечетей, которые в Узбекистане сделаны. Это особая марка мрамора, которая белоснежная, не впитывает влагу. Высота минаретов соборной мечети Ар-Рахим почти 77 метров. Основное здание сооружения состоит из 7 этажей, 4 из которых надземные. Первый для мужчин, второй для женщин, технически, и 4-й под куполом для туристов. Общая площадь мечети около 12,5 тысяч квадратных метров. Она строится с использованием башкирских мотивов и орнаментов в оформлении. Здание спланировано в виде ханского шатра с позолоченным куполом, который по своей текстуре напоминает пчелиные соты. Особенность отделки фасада заключается в том, что здесь работы ведутся не снизу вверх, а наоборот. Сначала необходимо придать окончательный вид минаретам мечети. Только после этого строители приступят к отделке стен основного здания, где планируется применять также греческий мрамор марки Тассос. Соборную мечеть Ар-Рахим в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023-го глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ. А этой весной в праздничный для мусульман день Ураза Байрам Ради Хабиров посетил строящуюся мечеть и заверил всех, что затянувшуюся стройку республика доведет до конца. Мы же уже определенное время занимаемся мечетью, потому что я уже и тогда сказал, что мечеть, безусловно, мы построим. Сейчас можете, если хотите, считать, что это мое первое предвыборное обещание на следующий срок мечеть построить. Поэтому будем делать. Значит, все это время мы не сидели сложа руки, ведь важно было что? Объект, большой объект, незакупленный объект, ветра, дожди. И здесь мы потратили много времени на исследования, на химические анализы, строительные анализы. Не менее масштабный объем работ в будущем предстоит выполнить непосредственно внутри огромного здания, молельные залы которого смогут вместить до 10 тысяч верующих. На ближайшую же перспективу основной задачей является завершение фасадных работ. К отделке нижней части минаретов мрамором строители планируют приступить сразу после праздника Курбан-Байрам. Руслан Тригареев, Артур Хуснуддинов и Виктор Меренков. Итоги недели. Телеканал БСТ готовит беспрецедентное количество новых проектов. Лето у сотрудников нашей телекомпании, несмотря на прохладную погоду, это горячая пора. Уже вовсю идут съемки и подготовка к новому телесезону. Большинство телепроектов реализуется при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан и Министерства цифрового развития России. О том, что ждать нашим телезрителям уже в ближайшее время, расскажет Анастасия Чубаева. Ну вот включай концов, он же не знает, что произошло после ПС. В любой истории могут случиться непреодолимые препятствия и сложные обстоятельства. Можно на них останавливаться и переживать. Но эти истории о людях, которые и не думали пасовать перед препятствиями, ни жизненными, ни иногда дорожными. На телеканале БСТ стартовал новый проект «Простые истории. Жить, работать, любить». То, чего хочет каждый человек, в том числе и главные герои программы. С самого детства здесь мечтала учиться наша героиня. Но в ее мечту никто не верил. Одни говорили, это невозможно, вторые советовали найти профессию попроще. Но Айгуль Ибрагимова настояла на своем. В нашем обществе принято стесняться слова «инвалид». И здоровые люди придумывают такие варианты, как люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с физическими недостатками. Инвалид – это нормально, никто не застрахован. И вот нам бы очень хотелось, чтобы наши истории вот это стеснение, вот этот страх побороли. Потому что эти люди,
Они настолько сильные, их не надо жалеть, их не нужно о них как-то особенно заботиться. Они действительно сильные, и вот своим светом они могут помочь всем нам. Команда телепроекта готовит 15 выпусков. Простые истории приурочены к году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития России. Каждый четверг в 21:00 на телеканале БСТ истории, которые не оставят вас равнодушными. Если так подумать, то мы все с ограниченными возможностями. Допустим, кто-то не может себе позволить купить там машину, и он ограничен в денежных возможностях. А я вот в здоровье. А телеканал «Тамыр» готовит долгожданное продолжение проекта «Ату и Натып». Это конкурс, за ходом которого на протяжении 3 месяцев наблюдали телезрители. Классы имени легендарного комдива Минигали Шаймуратова соревнуются за звание лучшего. Крутые ребята, шаймуратовцы. Я считаю, что вот этот класс специализированный их как-то подтягивает. Они очень горды тем, что у них такой уникальный класс. И вот это соревнование их уникальность подчеркивает. И чтобы выявить все их вот эти качества, которые воспитываются в специальном классе, мы решили вот такой вот проект сделать в 3 этапах. 12 июня в 12 часов на телеэкранах можно будет увидеть большой выпуск 2-го этапа конкурса. Команды участвовали в квесте, стартуя на Советской площади под пристальным взглядом Минигали Шаймуратова. Участников проверяли на внимательность, эрудированность, знание математики. В финал прошли 5 команд. Они примут участие в 3-м этапе, съемки которого скоро стартуют в парке «Патриот». Приехали на 2-й этап, показали отличные результаты. У нас боевой настрой перед следующим этапом. Мы планируем готовиться, чтобы приехать и снова победить. Природа, животные, умиротворение, труд – все это составляющие жизни далекой от города. Но современная деревня сегодня – это еще и про успех, доказывают герои нового телепроекта «Мегасело». Они не уехали в город, а решили менять жизнь на своей малой родине и чувствуют себя не хуже, а зачастую и куда счастливее городских жителей. Вот так вот, благодаря новому проекту «Мегасело», который позволил мне примерить на себя немного другое амплуа, я уже научилась доить козу. Спасибо, кстати, Безымянке за ее терпение. Стакан козьего молока я себе сегодня обеспечила. Проект реализуется благодаря гранту главы республики. «Мегасело» покажет людей, строящих бизнес в деревне, воплощающих свои мечты и мечты односельчан, людей, которые не видят смысла уезжать. Мега ответственный проект о мега щедрых, мега трудолюбивых, мега добрых, мега отзывчивых людях села. Они достойны того, чтобы о них рассказывать, чтобы их труд увидели и другие жители нашей республики. В 3-м сезоне «Башкирских каникул» авторы добавили экстрима. Телеведущие Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко в этот раз попытаются добраться до самых труднодоступных мест республики и вновь поразить зрителей красотой башкирской природы. А вот телепроект «Ради добра» снова покорит своей искренностью. Новая история о людях, неравнодушных к чужим проблемам. О тех, кто делает этот мир лучше, кто готов протянуть руку помощи просто так, ради добра. В этом году фонд грантов главы республики впервые провел конкурс на предоставление поддержки СМИ для реализации социально значимых проектов. Такого большого количества ярких и необычных идей на БСТ не было давно. Каждый проект, победитель конкурса грантов для СМИ, несет какую-то общественно полезную нагрузку. Это, во-первых, это хороший контент. Мы же все-таки СМИ, мы чем-то должны кормить полезным зрителя. Что точно объединяет проекты победителей грантов, которые будут выходить на телеканале БСТ, это, безусловно, польза для людей и рассказ о тех, и пример тех, кто так или иначе что-то хорошее делает для жизни в республике, в России, в мире. Проекты на БСТ стартуют летом и осенью, и каждая программа позволит открыть для себя республику заново, по-другому взглянуть на тех, кто живет рядом с нами. Новый телесезон, в первую очередь, о людях и для людей. Анастасия Ильчебаева, Равиль Рахимзянов. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на телеканале БСТ и до встречи в эфире.